Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров, и сегодня вы увидите. Убийцы и жертвы были друзьями. Он даже вот на похоронах буду грохнул, на памятный был. Слушание громкого дела в Нижнекамске. 4 одним ударом. Перепутала поворот. Совершила неудачный маневр. Схема реальная, деньги фальшивые. Он заплыл у нас поддельную купюру. Кто распознал подделку? Приехал в столицу с недобрыми намерениями. Сегодня Советский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело 36-летнего Сергея Пылаева. Мужчина обвиняют в перевозке и сбытии фальшивых купюр. По версии гособвинения, подсудимый всегда действовал по одной и той же схеме. Как его удалось вычислить, знает Айрат Назипов. Увидев камеры, подсудимый поспешил спрятать свое лицо. Житель Москвы приехал в столицу республики явно не для туристических целей. Как следует из материалов уголовного дела, Сергей Пылаев купил у неизвестных лиц 6 пятитысячных купюр, после чего решил незамедлительно их сбыть. Мы хотели бы, соответственно, чтобы с обвиняемого взыскали в случае признания его вины деньги в количестве 5000, так как он заплыл у нас поддельную купюру такого номинала. По версии следствия, подсудимый для сбыта фальшивых купюр выбирал аптеки или магазины. Покупал товары, сумма которых, как правило, не превышала 300 рублей. Уже получив сдачу настоящими деньгами, мужчина скрывался. Всего он сбыл 4 купюры. На 5-й попытке удачная серия прервалась. Продавец распознал поддельную банкноту. Тогда Пылаев скрылся с места преступления. Задержали же его уже в Москве, когда обвиняемый попытался сбыть еще одну купюру. Пылаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а именно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Свою вину Пылаев полностью признал и даже выразил готовность выплатить потерпевшим материальный ущерб. Все стороны согласились на особый порядок рассмотрения дела, однако приговор сегодня так и не состоялся. Подсудимый отказался от рассмотрения дела в Казани и попросил перенести процесс в суд Москвы, так как именно в этом городе он и совершил последнее преступление. Айрат Назипов, Амир Залишев, Вызов 112. 6 миллионов на 6. В Казани перед судом предстанет группа лиц. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии полицейских, мужчины перечисляли деньги клиентов на счета подконтрольных фирм-однодневок, после чего средства переводились индивидуальным предпринимателям и организациям с целью приобретения у них наличных денег за процент. По данному факту в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». 4 одним ударом девушка за рулем «Лады» 14 модели, выезжая со двора, въехала в иномарку. Но на этом череда столкновений не закончилась. Кто еще стал жертвой неумелого маневра, в сюжете Альбины Асылгараевой. Рикошетов в меня, я так понимаю. «Лада Гранта» стала последним автомобилем в цепочке столкновений. Ее хозяин, заядлый дачник, рассказал, что этим вечером возвращался домой со своего участка. Оставил машину у обочины на 5 минут, чтобы отнести тяжелые сумки до квартиры и уже налегке отправиться в гараж. Не успел подняться на свой этаж, как сработала сигнализация. Из сада приехал, сетки понес домой. В окошко, да, и все, и приехали мы. Приехали, заблудились, а затем только столкнулись. Именно по такому алгоритму и произошла авария, признается автоледи на 14-й. Именно она выезжала со двора, въехала в «Опель», который двигался по улице Зафиуллина. Перепутала поворот. Ну домой направляюсь. Мы не из этого района, просто вот хотели вот человеку Я к зайти. подружке ехала. Выезд на встречную полосу не уберег водителя «Опеля» от столкновения с 14-й. Даже наоборот. Там иномарка задела еще один «Опель». Получается, я об «Опель» и вот Грант, что ли, Калина. Все водители в один голос утверждают, что ремонт машинам нужен лишь косметически, но вот потраченного времени не вернуть. Степень виновности каждого установит автоинспекторы уже после детального разбора аварии. Альбина Асылгараева, Динара Камалова, Азат Самигуллин, Вызов 112. Догнал байк. Авария с участием мотоциклиста произошла минувшим вечером при съезде на улицу Космонавтов. Так, двигаясь со стороны проспекта Победы, водитель «Лады», не выдержав безопасную дистанцию, въехал в двухколесный транспорт. Мотоциклист летел с байка, но травмы не получил, спасла экипировка. Я же спереди ехал, он мне въехал. Не пострадали? Нет, он...
Убийца и жертва вместе работали и отдыхали. В городском суде слушается дело жителя Нижнекамска, который обвиняется в убийстве своего компаньона. 57-летнего мужчину забили до смерти. Почему близкие погибшего не верят этому сценарию? Рамиль Шайдулин. Утро 26 сентября для жительницы Нижнекамска началось с шокирующего известия. По телефону сообщили, ее гражданский супруг умер в квартире своих друзей. Женщина сразу прибежала на место, выяснилось, мужа убили. Вот там черепно-мозговые травмы, ребра сломаны, значит, его били. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан товарищ погибшего, с которым они вместе работали и нередко выпивали. Поводом стали улики. ДНК убитого под ногтями, его кровь на одежде. Однако вдова в это не верит. Он даже вот и на похоронах был, грохнулся на поминках был. Ну не может человек так сделать. Я считаю, что просто у этой женщины там проходной двор. Там кто хочет, тот заходит к ним. Кто-то посторонний, знакомые моего не могли видеть. Его все знали столько лет. Квартиру, в которой произошло убийство, благополучной не назовешь. Об этом говорят и дворники, и соседи. А вообще благополучная квартира? Нет. Нет, да? То есть вот правда говорят в суде, что там собираются постоянно? Да. Вот здесь вот соседи говорят, по ночам, говорят, вообще невозможно было жить. Виновен мужчина или нет, решит суд. На сегодня состоялось уже 4-е слушание, с которого съемочную группу удалили, предварительно заверив, приговор от общественности скрывать не будут. Рамиль Шайдулин, вызов 112. Страшную находку обнаружили сегодня в Заинске местные рыбаки. У берега в воде было найдено тело девушки с множественными ножевыми ранениями, завернутое в полиэтиленовую пленку. Личность погибшей устанавливается. На вид ей от 20 до 25 лет. В настоящее время останки отправлены на экспертизу. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, тело пролежало в воде не менее недели. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей, а также лица, совершившего преступление. Расследование уголовного дела продолжается. Тела двух мужчин чуть старше 50 лет были обнаружены в Нижнекамске. По предварительной информации, к такому трагичному финалу привел конфликт во время застолья. С места происшествия репортаж Адели Коломеец. Следственный эксперимент длился до самого обеда. Подозреваемого в убийстве выводят из подъезда и ведут к полицейской машине. 55-летний мужчина уже в наручниках и, по всей видимости, еще не отошел от ночных посиделок. На камеру ничего не рассказывает, лишь просит покурить. Дайте покурить, а? Да, покурить, я брателла. Мужчина из соседней квартиры, где произошла поножовщина, говорит, раньше этого человека тут не видел, но всю ночь слушал, как за стеной сначала что-то отмечали, затем выясняли отношения. Крик не было, шум был. Что, они дрались, получается? Ну, шум шумели, видимо, может быть. А как они, это в квартире было или в подъезд выбегали? В квартире. Хозяина квартиры, бывшего воина-афганца, сосед знает давно. Говорит, и раньше тот чуть ли не каждый день собирал шумные компании. Сейчас ветеран находится в больнице с ножевым ранением. Была проведена периодическая обработка. Дальнейшее, скажем так, проведение дальнейшего оперативного вмешательства не понадобилось. В данное время пациент находится под наблюдением. Проведены дополнительные исследования. На данный момент состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. О конфликте в полицию сообщили соседи. Рассказали, что поножовщина произошла ночью в подъезде. 4 мужчин выпивали. В какой-то момент между ними произошла банальная пьяная ссора. Один из них ударил двоих ножом, отчего они скончались до приезда скорой. 3-й мужчина получил ножевое в спину и сейчас находится в больнице. Следственный комитет республики уже возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц». Адель Коломеец, Светлана Шумкова, Ренат Харасов. Вызов 112. В подъезде запах газа. Такое сообщение поступило на пульт пожарной службы минувшим вечером от жителей одного из домов на улице Короленко. На место прибыли все спасательные службы. Газовики утечки не обнаружили. У жителей была своя версия произошедшего. Уже несколько раз у дома были замечены подростки с дымовыми шашками в руках. Меня, наверное, дымовушку впустили, да все. Дымовушки делают вот такая короче. Как сквозь землю провалились. Сегодня на территории челнинского предприятия «Кариб» дилера КАМАЗ под землю рухнули 2 грузовика. Видео этого происшествия появилось в соцсетях. Почему асфальт провалился, пока так осталось непонятным. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.